Летнее обновление дорог. В Сибае продолжается сплошное асфальтирование улиц. Маленькие, но опасные. Активность клещей в Башкортостане на самом пике. Боролись за победу, но уступили в финале. На стадионе «Труд» прошли зональные соревнования по футболу. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В Сибае продолжается сплошное асфальтирование улиц. Напомним, до конца сезона полная замена полотна запланирована на участках дорог общей протяженностью около 6 километров. Сегодня дорожные службы города обновили асфальт на пересечении улицы Клары Цеткин и проспекта Горняков. Евдокия Титаренко продолжит тему. Сотни километров дорог пронизывают наш город. Это стратегически важные пути, от состояния которых зависит вся жизнь Сибая. Ежедневный поток из тысяч автомобилей и тяжелой техники, вдобавок нестабильные погодные условия наносят удары по качеству дорожного покрытия. И потому острая необходимость в обновлении асфальта на всех улицах ощущается ежесезонно. Сегодня на масштабные работы по асфальтированию улицы Клары Цеткин и проспекта Горняков было выделено 3 катка 6 и 12 тонников. Заасфальтировали улицу Клары Цеткин, сейчас вышли на Горняков, продолжаем, улица Учелинская, Коммунистическая, заканчиваем на улице Горького. Потом переходим на улицу Пролетарская, сразу там и переезд асфальтируем со стороны Восточного шоссе. И переходим на микрорайон Восточный, там у нас тоже интернациональный переулок, строительство новой дороги по улице Кусимова, там небольшой отрезок. Соединим с 13-й школой. Квартала, вот сейчас тендер мы выиграли вчера, 3 квартала. Работы много. Основной аргумент при выборе дороги, подлежащей капитальному ремонту, это ее транспортная загруженность. При этом дорожникам необходимо учитывать грузоподъемность полотна. Если в черте города проезд грузовых автомобилей запрещен, то асфальт объездных улиц страдает именно по их вине. По словам работников дорожных служб, в скором времени микрорайон Восточный будет обустроен на 40%. Это асфальтирование улиц, новые стоянки и расширение проезжей части. Благоустройство остальной части микрорайона будет зависеть от дальнейшего финансирования. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Активность клещей в Башкортостане на самом пике. С начала сезона с укусами опасных членистоногих в лечебно-профилактические учреждения республики обратились более 4000 человек. Уже с марта сотрудники Роспотребнадзора ведут еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Выезжая на природу, отправляясь за город и даже просто находясь на улицах, люди редко обращают внимание на свою безопасность. Между тем, практически всюду летом нас окружают клещи. Вопреки распространенному мнению, обнаружить на себе такого гостя можно не только после посещения леса или сада. Очень часто они атакуют даже в черте города. Клещ – это носитель вируса, энцефалитного вируса, который при укусе передается человеку. В случае, если клещ инфицирован этим вирусом, то неминуемо человек заболевает. Болезнь протекает очень тяжело, с осложнениями, остаются неизлеченные, человек может остаться инвалидом, и такие случаи тоже бывают, если не обращается вовремя за лечением и не получает медицинскую помощь. Клещевой энцефалит – это острая вирусная инфекция, которая возникает у человека только после укуса клеща. Вирус поражает нервные клетки головного и спинного мозга и их оболочки, после чего развитие энцефалита и менингита нередко приводит к летальному исходу. Первые признаки интоксикации появляются через 1-2 недели после укуса клеща и длятся несколько дней. Повышается температура, появляются боли в мышцах, головная боль, тошнота и рвота. Далее, если не успеть вовремя принять меры, последствия будут гораздо хуже. При укусе клеща нужно стараться обратиться в лечебное учреждение, там квалифицированно удалят, еще обработают антисептиком. Если это ребенок обязательно получит профилактическое лечение. Для этого тоже есть иммуноглобулин противоклещевой, который назначается детям бесплатно. Обязательно необходимо проверить, удаляя клеща, надо проверить, инфицирован ли этот клещ вирусной инфекцией. Направляется это в лабораторию, в лабораторных условиях проходит проверку.
Если клещ не инфицирован, то бояться, как говорится, такого опасения нет. А если уж инфицирован, то нужно получить полный курс лечения. Для того, чтобы максимально обезопасить себя, специалисты рекомендуют надевать одежду монотонных оттенков и с резинками на рукавах и штанинах. Обувь с высоким голенищем, обязателен головной убор. При выезде на природу будет полезно использование специальных репеллентов, которые отпугивают насекомых. Ну и, конечно, в период активности клещей необходимо тщательно осматривать себя и близких по возвращению домой. Данила Алибаев, Радмир Исянголов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В ближайший четверг, 22 июня, наша страна будет отмечать День памяти и скорби. Именно в этот день, в 1941 году, ранним утром без объявления войны фашистская Германия напала на СССР. Она нанесла массивный удар по стратегическим и военным объектам и многим городам. Именно тогда и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей. Наша страна потеряла за это время 27 миллионов человек. Советский народ в тяжелой кровопролитной войне внес решающий вклад в победу над гитлеровскими войсками. В День памяти и скорби в Сибае в 9:30 утра состоится возложение цветов к обелиску «Вечный огонь». В этот же день в 4 часа утра стартует патриотическая акция «Хочешь мира, помни о войне». В специальном интервью нашей программе о ней расскажет один из организаторов акции, депутат Совета городского округа Виктор Тюрин. В этом году в рамках этой даты мы запланировали такое мероприятие, может быть, оно необычное, но тем не менее очень интересное. Это будет супермарафонский пробег по маршруту Сибай, древнее поселение Аркаим. Протяженность маршрута более 80 километров составляет. У нас побегут 3 спортсмена, из них 1 девушка. Они подготовлены, значит, таким длительным перебежком. И, значит, в течение светового дня, 22 июня мы утром стартуем от Вечного огня в Сибае. И в течение светового дня мы планируем это расстояние преодолеть и к вечеру прибыть, соответственно, уже в пункт назначения древнее городище Аркаим. Там в это время проходит массовые народные гуляния со всего, можно сказать, мира, со всей страны. Приезжают паломники, чтобы отметить День Солнца. То есть мы совмещаем эти мероприятия, там будет им организована встреча, и промежуточные встречи у нас будут в Кизиле и в населенных пунктах, которые пролегают по пути следования маршрута. Значит, там выйдут люди, будут приветствовать, ну и, соответственно, это не соревновательное мероприятие, никто нам никаких временных или каких-то рамок не ставит, это будет такая патриотическая, показательная акция, в том числе совмещенная со здоровым образом жизни, потому что дистанция очень серьезная, сложная. На днях жители Башкортостана отметили день рождения выдающегося национального героя республики Салавата Юлаева. Память полководца, поэта-импровизатора в Сибае почтили возложением цветов к его бюсту по проспекту Горняков. Состоялась и концертная программа. Подробнее расскажет Данила Алибаев. Салават Юлаев, башкирский национальный герой, один из участников крестьянской войны 1773-75 годов, сподвижник Емельяна Пугачева, поэт-импровизатор, Сасян. Историю Башкортостана и башкирского народа без него невозможно представить. Его поступки – гордость и честь, они – пример для молодежи. Салават Юлаев был истинным патриотом своего родного края, и для башкирского народа он настоящий герой. Мероприятие в честь дня его рождения было организовано представителями отдела образования города. Среди целей – укрепление знаний учащихся по истории своего родного края и народа, а самое главное – воспитание патриотических чувств на примере национального героя. Зрителям показывали концертные номера, рассказывали стихи Салавата Юлаева. Все шло на башкирском языке. Участие в празднике приняли ребята из летних лагерей, действующих при школах, студенты колледжа искусств. Поздравить горожан с этой датой приехали и представители Курултая Башкир-Сибая.
В конце мероприятия горожане возложили цветы к бюсту Салавата Юлаева, тем самым выражая свое уважение и благодарность за его героические поступки. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Гульгина Рыскидина, телекомпания СТВ. И последнее. Тяжело в тренировках, легко на поле. С таким девизом собрались на поле стадиона «Труд» юные футболисты из разных городов. Там прошли зональные соревнования первенства Республики Башкортостан по футболу среди юношей 2007 года рождения. Футбол собирает десятки тысяч болельщиков на стадионах и еще больше у экранов телевизоров. Эта игра приносит славу, уважение и достаток игрокам по всему миру. Речь идет, конечно же, об известных и популярных персонах. Что касается юных футболистов, то они только начинают осваивать этот вид спорта, набираются опыта и радуются своим первым победам. На площадке стадиона «Труд» в минувшие выходные собрались команды из Сибая, Баймака и Межгорья в рамках зональных соревнований первенства Республики Башкортостан по футболу среди юношей 2007 года рождения. Постоянно как приглашают нас, мы сюда приезжаем. Такие соревнования в основном зональные по всем возрастам проходят. Вот сейчас самый младший возраст летом. Но в основном из них зимой. Вот в этом году решили большой футбол возобновить среди малышей в Башкирии. И вот здесь проходят зональные соревнования. Кто занимает здесь первое место и выходит в финал соревнований. Ну, город Уфу, скорее всего. Футбол, как и любой другой спорт, способствует физическому и интеллектуальному развитию и помогает ребенку найти самого себя, уверяют специалисты. В спорте ребенок получает возможность попробовать собственные силы, ощутить командный дух, понять, на что он способен и как хорошо может рассчитать тактику игры. Успех команды, конечно же, во многом зависит от тренера, его уроков. Играет у нас 5 человек, вот футбол, вратарь. То есть вот смотрите, атака пошла, сразу нападающий, Артур, ты вот здесь уже все дергаешь, здесь игроков. Все начинается с детства, когда мальчики оттачивают мастерство в школьных командах или на спортплощадках друг с другом. Именно в этот период формируются навыки, которые позже откроют им дорогу в большой спорт. Возможно, в будущем не все станут футболистами, но мальчишки искренне полюбили этот вид спорта, и у каждого есть свои фавориты. Любимый игрок Роналду. Играет за Реал Мадрид. 32 года, номер 7. А что тебе именно нравится в футболе? Игра, как игроки сыгрываются, сыгранность в футболе. И вообще футбол – это хороший вид спорта. После серии игр определились победители. Золото зональных соревнований завоевала команда «Феникс» из Межгорья, серебро у ребят из Сибайского клуба «Олимп» и третье место также у местных футболистов из команды «Шахта-строитель». Данил Алибаев, Альмира Ишкова, Радмир Исянгулов, Гульгина Рыскидина, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте stibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и берегите себя.